Еще раз добрый день, наши зрители, и мы продолжаем вам показ видеоэкспонатов. Сейчас мы представим вашему вниманию видеоэкспонат с юбилейного вечера Аизы Петровны Решетниковой, народной артистки Республики Саха-Якутия, заслуженном работнике культуры Российской Федерации, кандидате исторических наук, члене Союза композиторов СССР, лауреате премии фонда Ирины Архиповой, основателе нашего музея музыки и фольклора народов Якутии. Приятного вам просмотра! По велению Джилкахана, по предсказанию Тамхахана, было предначертано родиться девочке с удивительной судьбой, имя которой по всей Сибири обширной, по дальней ее дали, среди потомков станет легендой.
чурапчы жонугар, особо бақсы жонугар. Мен эти ағаматын үйеті тиге олақан солтаны урарғы деген сүгүй yoqпын бағарабын. Просто, знаете. Ой, я хочу, знаете, особое слово сказать сегодня об Анне Дичковской. Я, конечно, сейчас музейщик. Ежедневно думаю, какие еще виды, экспонаты там придумать. Потому что мы же, наши памятники устные, невидимые. Анна все-таки дает мне радость общения с классической музыкой. И вот какие только мечты нас обуревали, сколько проектов мы воплотили. Вот сейчас мы находимся вот на конкурсе в Италии. Это вот Катя Ричарелли, а это мы с ней, боже мой, по-моему, это в Хоккайдо. Мы выступали в национальных музеях Хоккайдо, Азербайджана. Мы выступали с Анной в ведущих музыкальных музеях Германии, Австрии. Потом, значит, мы выступали в Доме-музее Чайковского в Клину. Вот это вот в Абашире есть такой музей народов Севера на Хоккайдо. Это Доме-музея Чайковского. Мы пели Чайковского в городе Клин. И имели очень большой успех и приглашение. Так что мы готовим еще новую программу сольную. Хотела бы сказать Анне Дичковской большое спасибо за сотрудничество. Я в этот вечер, Аиза Петровна, вот вы очень точно назвали мечты и реальность. Мы же с тобой знаем, что такое реальность, да? И мечты знаем. И мечтатели еще такие. Да. Но самое главное, вот мечта, которая стала реальностью, вот полный зрительный зал, разнообразные люди сидят. Вот это вот самое главное. Столько много деятелей культуры, музыкантов, фольклористов. То есть весь спектр твоей деятельности вот представлен этим зрительным залом, поэтому можно было бы много не говорить, как мне сказали. Сказали, не говори много, сказали. Говори. Так, вот Аиза Петровна, Аиза, соратница, подвижница, удивительный, яркий, неповторимая личность нашей культуры. Проект под названием Аиза Петровна Решетникова состоялся в полной мере. Вот это вот. Проект. Вот я держу 10 пальцев. Вот, значит, дочка выдающихся актеров, Сахатеатр, вот корни откуда. Попробуй плохо учиться, попробуй плохо работать. Да. Всю жизнь под колпаком. Академический музыкант высокого класса. Популяризатор музыки, так что я помню, по телевизору сидела очаровательная молодая Аиза Петровна, что-то про музыку рассказывала. Я ничего не понимал, но было очень интересно. Наука о культуре, музыковед. Международный деятель музыки, культуры. Исследователь фольклора, настоящий, глубинный, занятый практическое исследование. Многие ученые, они пишут на вывод и теоретик, и в то же время практик этого дела. Да. Вот я до сих пор защищаю твое учреждение под названием Музей музыки и фольклора. Аиза Петровна еще является инноватором. Инноватором. Вот она, когда открыла музей музыки и фольклора, помните, говорит, как это так? Музыка – это музыка, а фольклор – это там где-то. Так, да? И вдруг она объединила в этом музее, и этот музей сейчас известен по всему миру. Этот музей ходят люди из разных стран, пишут письма, они делятся опытом. Но самое главное, Аиза Петровна, я очень благодарен тебе в становлении также инновационного проекта. Сейчас скажу, все знают, про что я скажу. Знаете, театр Аланхо. Вот она в свое время, когда я открываю научные труды, и вдруг обнаруживаю у Аизы Петровны исследование по Кыз-де-Белье. Музыка, какая музыка, много-много всего там. И я, изучая это, вдруг понял, что, оказывается,
Аланхой это не только, значит, старик, который один сидит и поет, а это целая система, это целое мировоззрение. А еще прежде всего это музыка, удивительная музыка. Системная. Да, системная музыка. Да. Я хочу тебе дать точное имя. Вот Аиза Петровна Решетникова, она очарованный человек музыкой, культурой своего народа, наукой, фольклором, очарованная страница по всем этим удивительным явлениям культуры родного народа, не только родного, мирового, очарованная страница. Ну, спасибо, да. Вот я хочу сказать, я вот лет 10 ей обещаю подарить это музыкальные инструменты. Тюрко-монголы дарили. У меня дома еще много мелких, потом я тебе отдам. Хорошо, это. договорились, да. Вот это вот дарю тебе для музея. Я сам даже чуть играл, там удивительные. Чатхан, вот это. Чатхан, да. Вова. Так. А это вот алтайский, да. Это я не знаю, это, по-моему, тувинский, я не знаю так. А это вот простое так, фанерное, но говорят, это турецкое почему-то. Я не знаю. Ну, может да, быть, да. Да, и, ну, конечно, цветы, что-то. Цветы, прежде всего, Спасибо, дорогая. полевые. Да. И потом мне сказали, что это древо Сахатеатра, где, конечно же, и Петр Решетников, и Ирина Максимова, которые являются как бы предтечей, вот их проект, вы тоже, их проект. Так же так, да? Они создали тебя, и ты для культуры родного народа сделала так много, что я еще больше могу говорить, но мне же сказали, что я должен мало говорить. Поэтому мы дарим этот от Сахатеатра, и вот это твоему музею, а мелкий я принесу. Спасибо. Иван Гоголев, артист Ирина Максимова. Күлі күрдік күндіні, күлі күрдік жектіні, күлі күрдік үтүйені, күлі күрдік кәрені, төріт борым үрдігермін, төріт білбәппін. Күлі күрдік күндіні, күлі күрдік кәрені, күлі күрдік жектіні біләқтәтші, күнді күлік, күлімірді сырыт күнні. Оржан берер бұрабым соқ, метәл берер кығым соқ, кырамыды да кылды бат. Ол ехін үйе тынат, саңата соқ мишәребін, саңата соқ сүгіребін. Иван Гоголев. Это вот фильм, который раскопали мы к 60-летию театра, Татинского театра. И в анналах нашего хранилища кинофотодокументов вот такой сюжет из Восточной Сибири. Это 61 год, вот они, татинцы, это гёльцы на сцене Кремлевского театра. Я люблю эту пору весеннего разлива, неудержимого буйства и прозрачной красоты. И первые весенние цветы. У нас их называют нюргусун, подснежник. Они всегда мне напоминают трогательную историю девушки, имя которой тоже нюргусун, подснежник. Это давняя легенда наших якутских Ромео и Джульетти. Большой колым дает князец Сарбеке отцу девушки, и тот продает свою дочь за связку дорогих звериных шкур. Женой богатого дурака должна стать Нюргусун. Карл Аргунов
а девушка любит бедного охотника Лоукута. Она еще не знает о грозящей им беде. Это Егор Большаков, шофер. Их фотографии долгое Ну, время как во всяком украшала. народном сказании, все кончается хорошо. Я же говорил, что все закончится хорошо. А на этот раз и того лучше. Спектакль Народного театра из далекого Таттинского района был показан не где-нибудь, а на сцене Кремлевского театра. Сердечно приняли москвичи артистов из далекого северного села Итык-Кёль. Таттинскому народному театру Якутии присужден почетный диплом. И впервые в Москве якутская речь звучала вот со сцены Кремлевского театра именно в исполнении этого Таттинского народного театра. Джорджо Неску. Румынская рапсодия.
виден купол кафедрального собора, где тогда располагался Якутский государственный музыкально-драматический театр, во дворе которого вот видны разные строения. И вот в этом маленьком домике, адрес которого был переулок Дыгина, 2, жило несколько актерских семей, и среди них мои родители. Именно сюда после роддома привезли меня, родившуюся 8-месячной, что считалось тогда очень опасным. И говорят, поскольку поначалу кроватки не было, я лежала в железной ванне, поставленной на табуретке около печки. И вот сюда забегали все, кто любил моих родителей. Полина Константиновна Розинская в своем интервью для нас, музейщиков, сама вот рассказывала, что заходила посмотреть на Ирину дочку. Ну и, конечно, забегали подружки мамины. Ксения Посельская, наша первая якутская балерина. Дарья Слепцова, выдающейся красоты, легендарная ныне драматическая актриса. Ну и другие феи, которые над спящей девочкой желали ей всего самого хорошего и счастья. А поскольку детского сада не было, то я, как и все театральные дети, росла в театре. А вот театральные дети – участники хора заключительного концерта вечеров якутской литературы и искусства 1957 года в Москве. Света Ходулова с папой на Красной площади. Здесь Дмитрий Ходулов еще заслуженный артист Якутской АССР. Но через 3 дня после выдающегося исполнения монолога Отелло он получит почетное звание народного артиста СССР. Многодетная семья Виктора Афанасьевича Савина, выдающегося исполнителя Отугутаки в Нюргун-Баторе и Сагыла-Юна в «Красном шамане» Аюнского. Варвара окончила Ленинградскую консерваторию, солистка оперы, а Саргылана – одна из виртуозок якутского балета 60-х, 70-х годов. Вы видите фотографии Анны Ивановны Кузьминой, незабываемые образы весны в «Снегурочке» Островского, леди Макбет, а дочь Анны Ивановны, Лидия Михайловна Гоголева, является режиссером якутского телевидения, автором первого якутского телесериала «Эллылар». Федот Федотович Потапов – представитель второго поколения режиссеров, чье творчество составило целую эпоху пьес Розова, Арбузова, Ивана Гоголева. Его дети – Геннадий, Лиза и Надежда. Лиза – заслуженная артистка нашей республики, а Надежда – заведующая литературной частью нашего театра юного зрителя. Вот один из первых профессиональных режиссеров нашего театра Спиридон Алексеевич Григорьев и его надежный тыл «Многодетная семья». Режиссерским принципом Спиридона Алексеевича, согласно учению Станиславского, было честно умереть в каждом актере. Именно так был создан актерский театр 40-х, 50-х годов. Анатолий Спиридонович – заслуженный работник медицины Российской Федерации, профессор медицинского института. Петр Спиридонович – заслуженный строитель Российской Федерации. Младший Евгений Спиридонович – специалист по ремонту бытовой техники, пенсионер. Ну, а известный общественный деятель Людмила Спиридоновна Григорьева – почетный педагог Российской Федерации. И здесь я должна спеть песню. Если дар судьбы вам выпал вдруг родиться, вам в семье актерской не будешь ты скучать. Изнутри увидишь странный труд актеров. Совсем другие дяди и тети на сцену выходят вместо пап и мам. Дома мама суп нам варит, но она не видит нас. Повторяет выражения
то удивленно, то гневно спят. Жизнь так украшает и обогащает театр, где работают наши родители сердца. Пусть и воспитание наше порой хромает, времени-то нет у них, но мы всегда их во всем поймем. Владимир Заболоцкий, народный артист нашей республики, он с успехом исполнял на сцене Большого театра России, он исполнял вот партию Варлаама. Как во городе было в Казани, грозный царь пировал на веселился. Он татарей бил нещадно, чтоб им было неповадно вдоль по Руси гулять. Царь подходом подходил под Казань городом. Он подкову подкопал да под Казань далеко. Как татари то по городу похаживают, на царя Ивана то поглядывают. Зли татарове. Грозный царь закручинился, он повесил головушку на правое плечо. Уж как стал царь пушкарей сливать, пушкарей зажигальщика, зажигальщика. Задымилась свечка воску ярова. Подходил молодой пушкар от бочечки, а из порохом-то бочка закружилась, ой, мама, покатилась, да и грохнула. Завопили, загалдели татарами, благим матом заливались. Полегло татар ведь платимущая, полегло их 40 тысячей, да 3 тысячи. В городе было показание. Эй-хей! Аиза Петровна – это такой человек, обладающий просто энциклопедическими знаниями. И вот мы сейчас вот в первой части нашего концерта смотрим вот этот пролог. У таких родителей просто не может быть другого ребенка. Аиза Петровна, она болеет душой вот за наше искусство, за нашу культуру, за распространение. И поэтому появились ее вот такие мечты. Концерт называется не просто так, «Мечты в реальность». Все здесь продумано. Я вот вижу, что у нее очень много всего еще очень нереализованного. Она такой энтузиаст, такой человек, который заряжает нас своей энергией. Только такие люди, болеющие за будущее своего народа, способны служить госпоже культуре. И спасибо, что вы служите музыке так же бескорыстно, как и это делали, терпеливо. Мы, конечно, желаем вам творческой деятельности, большой благополучия и, самое главное, конечно, доброго и крепкого здоровья.
Сегодня отмечает свой памятный день рождения Аиза Петровна Решетникова. Аиза Петровна – личность неординарная, яркая в истории, культуре, искусства нашей республики. Она в плеяде лучших, выдающихся организаторов культурного просвещения, искусства нашего народа, нашей республики в целом. Аиза Петровна – человек порыва, в то же время это человек системный, человек последовательный в своих начинаниях, а это черта глубоких, талантливых людей. Она очень яркий организатор просветительского, культурного направления нашей республики. Многие, особенно люди более пожилого возраста, наверное, помнят ее блистательные беседы, ее блистательные передачи по якутскому телевидению и радио. Она создала прекрасную, я бы сказал, выдающуюся монографию «Фонд сюжетных мотивов и музыка Лонхо в этнографическом контексте», которую исследователи, эпосоведы северного якутского эпоса по праву ставят наравне в один ряд с исследованиями Иннокентия Васильевича Пухова, Георгия Устиновича Эргиз, Николая Васильевича Емельянова. Она основала и до сих пор бессменно руководит уникальным музеем музыки. Это музей не только музыки, это уникальный этнографический познавательный объект, в котором воплотились, видимо, самые лучшие ожидания его создателей сделать этот музей одним из более действенных инструментов для музыкального просвещения и приобщения музыкальной культуре якутского, северных и других народов нашей республики, нашей страны. Я желаю, чтобы ваши мечты, они как можно скорее и как можно лучше превращались в реальность. С днем рождения! Спасибо. Вы знаете, одну мечту нам помог осуществить вот Александр Николаевич как председатель Государственного комитета по Лонхо. Как в позапрошлые игры «Дети Азии» он вдруг нам помог перевести на иностранные языки вот наш мультфильм одночасовой «Нюргун Батур стремительный» на английский, немецкий, китайский, корейский, японский и якутский. То есть теперь у нас «Нюргун Батур» на 7 языках. И вот я хочу, чтобы Александр Николаевич Жирков помог нам эти вот 7 мультфильмов сделать детскими книгами на 7 языках с кадрами из этого мультфильма. Вот такое мое пожелание. Мечта.
Добрый вечер. Мы такой небольшой, но маленькой делегацией от нашего многотысячного коллектива пришли поздравить вас. Мы уверены в том, что наша Аиза Петровна Решетникова классик. Правильно? И все-таки остались такие слова, которые никто вам сегодня не подарит. Да, это во-первых. Вы все делаете с элегантной одержимостью. Правильно? А еще вот эта вот ваша манера, такая несуетная манера общения, убеждения, ну, по крайней мере, меня всегда ставила в то положение, про которое вы сказали, по стойке смирно. И, по крайней мере, мы всегда старались все исполнить. И сегодня, когда вот вы показали фотографии ваших родителей, себя, такую маленькую, такую чувственную Аизу, будущую Петровну, мы вспомнили, что действительно вот эта вот особая интеллигентность, конечно же, вам была дарована вашими родителями. И вы благодарная дочь своих родителей, и мы желаем вам здоровья, успехов. Самое главное, вот мы раньше с Надеждой Михайловной про Аизу Петровну иногда говорили так. Аиза Петровна – это атомная электростанция, на энергии которой может работать вся республика. Добрый вечер. Поздравляю вас с 45-летним юбилеем творческой работы. И насчет дружбы сказано было очень хорошо, потому что Аиза Петровна, она дружит с легендарным человеком мирового масштаба, это Ула Йоханссон. Да, вот я стипендиат Ула Йоханссон, стажировался в Гамбургском университете, Институт этнологии у Отто Хабека. Вот недавно приехал, год назад. Да, и я удостоился большой чести вживую видеть этого человека, легендарного человека. Ула Йоханссон – это женщина, доктор наук, первая из немцев. Да. Она входит, по-моему, в десятку женщин-ученых. И вот я был у нее в гостях в Кёльне, и мы говорили о двух вещах. Первая часть – это о моей карьере, вот, как вот молодой человек там себя видишь в науке. И второй момент – это мы говорили о работе Аизы Петровны. Да. Большое спасибо Аизе Петровне за дружбу с таким ученым, как Ула Йоханссон. И благодаря этой дружбе у нас в университете, вообще у нас в Якутии появилась вот эта замечательная программа, грантовая, ежегодная, 8-месячная научно-исследовательская стажировка для молодых ученых в Германии. Спасибо большое Аизе Петровне за эту возможность. Спасибо большое. Одну мечту мы решили вместе с историческим факультетом, со Стручковой Натальей Анатольевной, ну, как-то постараться ее воплотить. Дело в том, что у нее прекрасная монография о кинетике якутского кругового танца. И вот в этой книге описаны все круговые танцы народов вообще России уж точно. Там такой танец описан у карелов. Они почему-то вот танцуют его с конями, на конях или с конями. Вот мы хотели бы туда поехать, и мы получим грант, не беспокойтесь, мы вас не будем, значит, беспокоить. И вот это первая мечта. А вторая мечта – это даже если, наверное, все-таки ваши русисты захотят участвовать в этом проекте, я хочу создать для программы «Музыка для всех» видеосериал уроков «Война и мир», двоеточие, опера Прокофьева, роман Толстого, чтобы мы вместе создали 5 серий. Первая серия – это о Наполеоне. Он так интересно показан в опере. И вообще вот об этой личности хорошо бы действительно вот подробнее узнать нашим школьникам. Вторая серия о Кутузове. Это такие две личности. Вот один вот неправый со стороны, неправ он, пойдя на Россию с точки зрения верхних сил, а на стороне второго все преимущества правоты,
возглавляемого им дела. И дальше, конечно же, о Андрее Болконском, это Аустерлиц тоже, Аустерлиц и Бородино, и, значит, Москва горящая, и Пьер проходит все те же испытания, и, конечно же, последняя серия, это Наташа. У нас в музыковедении очень интересные есть монографии именно об опере Прокофьева, который воплотил прозу Толстого в музыке. И вот хорошо бы иметь эти, вот вместе с вашими русистами, вот, может быть, поехать даже в Ясную Поляну к Владимиру Ильичу Толстому, другу нашего музея, который трижды был у нас. И вот все это как-то, вот мечта моя такая. Вот, и хочу вас просто ознакомить с нею. Вот посмотрите, написано «мечты в реальность», да? Да. Правда, я раньше всегда говорила, что мечты детей, мечты школьников и студентов всегда надо исполнять. Но вот мечты Аизы Петровны что делать? Посоветуйте. Ну-ка, ну, поддержим. Да. Спасибо. Но я думаю, что мы посоветуемся. Да? Ну, здесь вот как раз стоит куратор, вот, председатель Совета по общегуманитарным направлениям. Я думаю, что Надежда Михайловна найдет какие-то средства. Но я надеюсь, это будет... Много надо. Сколько? Ну, я сейчас пока не знаю, но вот я нахожусь в процессе создания гранта. Вот высчитываем вот все эти стоимости. Немного. Вы такие дешевые, Господи. И вот это вот воспитание Аизы Петровны, которое передается молодому поколению, не страшиться, не отступать. И человек на то и человек, что он умеет сопротивляться обстоятельствам. Вот это есть образец нашей Аизы Петровны. Поэтому вас поздравляем, желаем вам и такую маленькую денежку из того, что вы сегодня сказали. Спасибо, спасибо, спасибо.
как я появилась именно в этом коллективе, где я проработала 18 лет, в коллективе, творческом коллективе симфонического оркестра и хора якутского телевидения и радио. Дело в том, что 3 грации, 3 сподвижницы Марка Николаевича Жиркова, а 2017 год – это год 125-летия вот этого гиганта якутского ренессанса Марка Николаевича Жиркова. И вот надо же, конечно, и вспомнить, что именно эти 3 женщины, прежде всего Полина Константиновна Розинская, выпускница Московской консерватории, и вот она, приехав сюда 17 сентября 1940 года, 19 сентября уже играла в концерте в театре. И я думаю, что Марк Николаевич был больше всех поражен и рад такому приобретению, такому распределению к нему из Москвы. Вот пришел такой специалист. Вот она на следующий день встретилась с солистами, ни у кого не было нот. Только у кого-то были такие листочки нотной бумаги, там только была нотная строчка, вот мелодии. И вот она играла все, брала эту строчку и тут же начинала импровизировать. И вот эта Полина Константиновна работала в хоре у Февронии Алексеевны Баишевой. Феврония Алексеевна Баишева – это вообще отдельная история. Она с детства, я сколько помню себя, вот одна из фей, которая приходила к маме, вот тот домик. Это во времена московского моего, она все меня Сынтаской называла тогда. Вот. И во времена учебы в Москве она была просто моей землячкой, которая меня подкармливала, из интерната, значит, приводила к себе в общежитие консерватории московской и готовила мне всякие яства. Иногда даже меня водила в кафе «Мороженое». Это я все помню, Феня Евсеевна. Одним из главных инициаторов моего распределения из Московской консерватории именно в Государственный комитет по телевидению и радиовещанию нашей республики была она. Она еще на 4-м курсе меня пригласила в Ленинград, когда она там записывалась с филармоническим оркестром Ленинградской филармонии, с оркестром Мравинского. Она записывала свою программу, она меня пригласила записать концертины Вишкарева. И вот мы вместе ездили на поезде и в одном купе, и вот тут она все рассказывала, что меня ждет в Якутске. И вот все интересовалось моим репертуаром. Вот надо взять цикл «История фортепианного концерта». Вот какие-то концерты. А я играла, оказывается, очень много концертов. Мои учителя очень любили играть 2-ю партию рояля. И вот она свой дипломный экзамен, она уже дирижировала как заслуженная артистка Российской Федерации. Ведь она была первым хормейстером вот этих вечеров якутского искусства и литературы 1957 года в Москве. И вот так звучал ее хор. Сводный хор, заполнивший огромную сцену филиала Большого театра. Эти хоры из Нюргуна так звучали, что просто не могли не дать ей этого почетного звания. И вот сегодня Феврония Алексеевна присутствует у нас в зале. Я прошу вас преподнести цветы вот нашему дорогому первому хормейстеру нашей республики. Это просто удивительный человек, энтузиаст, просветитель. Из Германии Аизу Петровну поздравляет почетный директор Кёльнского института этнографии фрау профессор Улла Павловна Йоханссон. У Сеульской конференции, кстати, было очень много достижений в последующем реализованных. Так, с Уллой нас познакомила в Сеуле московская якутка, ведущий монголовед, автор 12 книг по Древней Монголии, Элеонора Афанасьевна Новгородова. И вот, когда в конце конференции в Сеуле мы объявили, что на будущий год, в 92-м, в Якутске состоится впервые на территории СССР конференция «Шаманизм как религия. Генезис, реконструкция традиций», то ко мне потянулись с визитными карточками профессуры вообще из разных университетов мира. И в результате вот рекорд представительства иностранных участников нашей первой конференции по шаманизму до сих пор не перекрыт. Но для Уллы мы подготовили действительно интересную программу «Неделю. Якутия приветствует Уллу Йоханссон». Самолет, на котором они прилетели с
Валентины Ивановны Харитоновой. Весь самолет наблюдал в окно торжественную встречу в аэропорту, там, когда пели «Алгыс», преподносили ей пумыс, она что-то отвечала. И вот в актовом зале Института гуманитарных исследований состоялась презентация книги Уллы Павловны, как она разрешила нам себя называть. И вы видите фотографии, как Улла вслушивается в якутский язык. Ведь студенткой она изучала якутский язык, но впервые слышит его реальное звучание вот здесь, на презентации. На приеме в юрте директор института Николай Алексеевич Алексеев вручил Улле Павловне керамический чарон, что напомнило ей о первой встрече с якутами, когда она впервые видела вообще живых якутов, как она говорит, Георгия Устиновича Эргиса и Иннокентия Пухова. Они тогда подарили ей тоже вот керамический чарон, на котором орнамент не так четко виден. На пресс-конференции Улла Павловна отвечала на самые разнообразные вопросы. И вдруг журналисты напали на золотую жилу. Она начала рассказывать о своей личной жизни, что в 79 лет вот вышла впервые замуж, хотя вот до этого она воспитывала мальчика приемного, и у нее даже были свои внуки. На открытии выставки «Орнаментальное искусство якутов» Розалия Бравина вот дарит вот на фотографии подготовленные ею к изданию архивные тексты шаманских камланий, записанных Андреем Александровичем Поповым. Вот те записи, которые в 50-е годы Улла изучала в Ленинградском архиве в 50-е годы. Все запомнили свои особые ощущения на встрече с автором исследований якутского орнамента, доказательно причисленного ею к вершинам мировой культуры. Незабываемой была вертолетная экскурсия на Ленские столбы. После проведения алгысчитом Александром Савиновым обряда, обращения к Ичи данной местности, Улла Павловна сама тоже, оказывается, обратилась шепотом, вероятно, по-немецки, конечно же, к тому же адресату со своим алгысом, просьбой. В оперном театре состоялся концерт «Немецкая классика и якутский фольклор. Связь времен». Под гром аплодисментов переполненного зала Улла Павловна Йоханссон вышла на сцену. Вскоре после отъезда Улла Павловна позвонила мне под Новый год и рассказала о своем решении с мужем отдать в ДААД, это Deutsche Akademische Austauschdienst, такой большой академический фонд, отдать свою квартиру директора Кёльнского института в дар, с тем, чтобы фонд предложил ей учредить стипендию ее имени. И она с такой радостью говорила мне о своем решении. Вот я сейчас в ушах у меня стоит. Аиса, я решила, чтобы и после моей смерти молодые якутские ученые могли стажироваться в институтах Германии и Европы. И сегодня можно сказать, что стипендия ее работает. И Белолюбская Галина Степановна, кандидат политических наук, доцент кафедры всемирной истории, этнологии исторического факультета нашего университета, была первым стипендиатом Уллы Йоханссон. В 2013 году она стажировалась в институте Макса Планка по социальной антропологии в городе Халле у профессора Отто Хабека по теме «Разграничение личной и общественной сфер в традиционных обществах Сибири». Второй стипендиат Айталина Ахметовна Кузьмина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора якутского фольклора Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. В 2014 году стажировалась в университете Бонна у профессора Карла Райхла по теме «Якутский героический эпос Аланхо в контексте тюркского эпоса». А Яковлев Айтал Игоревич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического нашего факультета, стажировался в Институте этнологии Гамбургского университета с октября 2015 по апрель 2016 года. Направление его исследования такое: повседневная жизнь горожан, историческая урбанистика,
История повседневности, трансформация повседневной жизни якутского села, социальная антропология. Вот какие интересные результаты могут появиться от восторженных впечатлений от нашей прекрасной Якутии. Моя любимая подруга Аиза, прими мои сердечнейшие поздравления с твоим 45-летним юбилеем творческой деятельности. Сегодня очень важный день твоей жизни. За эти годы ты так многого добилась. Сегодня день твоего рождения. Я не знаю, сколько лет тебе исполнилось, 30 или 40 лет. Ты так молодо выглядишь. Я думаю, что этот день ты отмечаешь в кругу твоих многочисленных друзей и почитателей, и, конечно же, с твоими учениками. Я часто думаю о тебе, вспоминаю тебя всегда с благодарностью. Ведь ты показала мне твою родину во всей красе, а я ведь так долго мечтала побывать в Якутии. Я желаю тебе плодотворной творческой работы, крепкого здоровья и всего наилучшего. Аиза Петровна мен Ағаддалибин бұл жақайда шүгей айыр өлетін юбилейінан бейгеттен граница тағырыме хиджам бұғы. Бәтірәңі хоус хиринен әттәққа қақасия бәкке хілжібіппіт. Аннаранны хоус болланы Европа, Румыния хілжібіппіт. Ондел бәк концерттырылла біппіт. Тоқтын аға шүгей. Аккомпаниатор бұғытынан
Барыточи. Уже в 1992 в Якутске впервые на советском пространстве прошла международная конференция на полузапретную ранее тему «Шаманизм как религия. Генезис, реконструкции, традиции». В докладах были представлены научные школы 42 университетов из СССР и 14 стран дальнего зарубежья, вплоть до Австралии. В краеведческом и художественном музеях состоялись выставки. Большой интерес вызвал показ этнографических фильмов ученых из Венгрии, Прибалтики, Приморья, а также концерты носителей живых фольклорных традиций, сценические реконструкции шаманских ритуалов,
ритуала встречи солнца на Ленских столбах, где на теплоходе состоялось завершение конференции. Целую неделю 3 больших конференц-зала были сверхпереполнены. Успех конференции раскрепостил народное сознание, вдохновив и дав толчок возрождению национальной культуры. На русском, якутском и английском языках были изданы по сей день часто цитируемые тезисы конференции, переизданы труды выдающегося якутского репрессированного ученого Гаврила Васильевича Ксенофонтова. На эмблеме конференции сюжет из писаницы на скале Хаякутуруга, что на Лене выше Якутска. В течение 5 лет, выиграв гранты президента России, фонда Сороса и федеральной целевой программы «Культура России», получив софинансирование местных структур, в августе 2000 года в Якутске состоялась первая в истории отечественной науки специализированная конференция «Музыкальная этнография тунгусо-маньчжурских народов». Состоялся междисциплинарный диалог специалистов в области музыковедения, хореографии, этнографии, филологии, истории, антропологии. Прозвучало 53 доклада ученых из 10 регионов России, США, Канады, Венгрии, Италии, Южной Кореи на заседаниях, посвященных инструментальной музыке тунгусо-маньчжурских народов, круговым танцам, музыке эпоса, музыке обрядов и песен. В 7 этнографических концертах приняло участие 30 исполнителей фольклора из 3 регионов России – Хабаровского, Приморского краев, Ивенкийского автономного округа из Красноярского края и 8 улусов Якутии. В музее состоялась выставка традиционных музыкальных и фоноинструментов, то есть всего, что звучит, от детских игрушек до шаманских атрибутов. Состоялся просмотр этнографических фильмов, ежедневно велись записи фольклора для фондов музея, радио и телевидения. Через 3 года, в 2003 году, музей организовал 3-ю международную конференцию «Фольклор палеазиатских народов». Первая в истории науки по данной тематике конференция состоялась благодаря поддержке федеральной целевой программы «Культура России». Исследователи из 10 регионов России, Японии, США обсудили 57 докладов, посвященных истории, археологии Северо-Востока Азии, этнографическим, музыкальным, хореографическим аспектам палеазиатского фольклора, фольклора в литературе, юкагирских и чукотских писателей. В нашем музее был открыт юкагирский зал. В 2 этнографических концертах приняли участие старейшие носители фольклора юкагиров Верхней и Нижней Колымы, чукчей Нижнеколымского улуса Республики Саха-Якутия. Аизу Петровну я обожаю, она очень хорошая. И вот сейчас я спою вам песню Бурульгинска «Шерот камень». Ой да Бурульгинскот шерот камень, ой да над бистраночкой стоит, ой да над бистраночкой стоит, да, ой да мама мое солнце городит. Ой, да как со шерово то за камушка, ой, да какое испаренье поднялось, ой, да испаренье от того, да, ой, да мама болит сердце у меня. Ой, да Бурульгинскот шерот камень, ой, да стоит на лебежьих на ногах, ой, да на лебежьих на ногах, да, ой, да мама на северных ветрах.
Ой, да бурульким скот широт камень, ой, да над бистраночкой стоит. Ну, Шура, спасибо. Спасибо. Уважила.
твое высокое, доброе имя из века в век под белым сиянием солнца станет всюду известным. Пусть у тебя будет много радостных вещей, пусть будет жизнь долгая и счастливая. Живи, не тужи, считая свои счастливые годы. С праздником, дорогая наша Аиза Петровна! На этом онлайн-трансляция наших видеоэкспонатов заканчивается. Надеюсь, они были для вас весьма информативными и интересными. Следите за нашими обновлениями. До скорых встреч!